Ну что, ребятушки, как вам на самоизоляции? Сложно? Да. Новых фильмов нет и не предвидится, так что самое время начинать разгребать завалы несмотренного. С сегодняшнего дня мы периодически будем делиться с вами нашими подборками. В каждой будет 5 фильмов. Смешной, страшный, романтичный, драматичный и экшоновый. Готовы? Тогда погнали! И начнем мы с драмы, а точнее с одной из самых жизненных драм последних лет – брачной истории. Главные герои Чарли и Николь. Долгое время они, казалось бы, были счастливы в браке, но с годами двум творческим людям стало тесно в одном доме. Брак дал трещину, они разошлись. Мы встречаемся с ними в самый разгар бракоразводного процесса. Очень необычно наблюдать за людьми, которые любят друг друга, но не могут быть вместе. Господи! Это кино явно не для тех, кто любит постоянный движ. Это скорее для тех, кто любит сесть, подумать и прочувствовать. Здесь есть отличный сценарий, глубокая драма и невероятные актерские работы Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон. За экшен у нас сегодня отвечает один из самых отвязных фильмов, которые я посмотрела за последнее время. Совершенно чумовые пушки Акимбо. Главный герой Майлз, типичный неудачник. Его шпыняют на работе, бросила девушка, а потому он торчит дома и строчит оскорбления в комментах к смертельной игре. Собственно, все это однажды и выйдет ему боком. В один прекрасный день Майлз очухается в своей квартире с 2 пистолетами, прибитыми к рукам. Теперь его задача – убить Никс, практически бессмертную участницу той самой игры. Я бы так не делал на твоем месте. Просто рожу себе попортишь и все. И все равно будет паршиво. Даже еще больше, чем было с такой-то Харри. Это кино не даст вам расслабиться ни на секунду. Постоянные погони, перестрелки и кровища в какой-то момент начнут вызывать приступы истерического хохота. Дэниел Рэдклифф здесь феерически великолепен, ровно как и Самара Уивинг. Ну а для тех, кто любит пощекотать нервишки, у нас есть фильм «Прочь». Напряженное и очень оригинальное кино. До самого конца вы будете думать, какого же лешего происходит. Все начинается в день, когда темнокожий фотограф Крис отправляется знакомиться с белыми родителями своей девушки Роуз. Чета Армитедж живет в уединении в большом доме со слугами, и они настойчиво пытаются показать Крису, что их полностью устраивает его цвет кожи. Вот только герою постоянно кажется, что что-то не так, и он ой как прав. «Прочь» — это фильм с крутейшими поворотами сюжета, невероятным сценарием и отличной концовкой. Всем поклонникам жанра смотреть обязательно. За романтику сегодня отвечает нестареющая классика «Мосты округа Мэдисон». Это история о любви двух людей, которые не смогут быть вместе. Она жена фермера и мать 2 детей. Он фотограф, который привык быть один. Они встретятся в самый нужный момент, но пробудут вместе всего 4 дня. Эту красивую историю вам точно надо видеть. Фильм снят по одноименной книге, на экраны ее перенес гениальный Клинт Иствуд. Он же сыграл главную роль, а пару ему составила Мэрил Стрип. Ну и не забудем посмеяться. Сегодня советуем очень странную, но забавную черную комедию «Вы умрете или мы вернем вам деньги». Главный герой – писатель Уильям. Он несколько раз пытался свести счеты с жизнью, но каждый раз что-то шло не так. В итоге он решает обратиться к наемникам, которые за деньги готовы отправить его на тот свет. Вот только все само собой идет наперекосяк. Не умрете к концу недели? Мы вернем деньги. Идет.
Британцы умеют делать действительно забавные и необычные комедии. Здесь нет шуток, над которыми вы будете хохотать до колик. Здесь уморительна вся ситуация в принципе. Этот фильм определенно поднимет вам настроение, а еще в очередной раз напомнит, как же прекрасна жизнь. На этом все. Пишите в комментариях, какие из этих фильмов вы уже смотрели, а какие обязательно глянете. Ну и делитесь своими любимыми лентами.